Религиозные платформы изменили представление людей о вере, сделав исламские знания более доступными. Это помогает формировать глобальное сообщество мусульман, создавая общую идентичность. Благодаря мобильным технологиям люди могут легко получать доступ к религиозному контенту в виде прямых трансляций, статей и видео. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Дорогие братья и сестры мусульмане, мы по воле Аллаха живем в 21 веке. Как мы все знаем, этот век технологий. Это время, когда мы научились словам онлайн, офлайн и так далее. Это то время, когда у всех у нас есть интернет, телефон, компьютер, ноутбук и так далее и тому подобное. Все это без всякого сомнения, как подчеркнули многие современные ученые ислама, великая милость Всевышнего Аллаха. Мы экономим очень много времени, мы экономим очень много сил, потому что у нас есть этот интернет, потому что у нас есть телефон и так далее. Например, было время, когда человек, который находился, например, в одном городе, не смог связаться с человеком, который находится, например, в другом городе. Или было время, когда родители и дети, когда у них была определенная временная разлука, они обменивались письмами, которые доходили до нужного места иногда неделями, а иногда месяцами. А сейчас любой человек, который находится в любом месте на планете Земля, может связаться с другим человеком через телефон. Это не занимает много времени. Это без всякого сомнения большие удобства. Это без всякого сомнения великая милость Всевышнего Аллаха. Мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха за эту милость, за эти технологии и за то, что Всевышний Аллах научил человека этим технологиям. Сочетание технологий и веры требует осторожного подхода. Поскольку технологии продолжают развиваться, мусульмане должны понять, как они влияют на веру. Это поможет мусульманским сообществам оставаться сильными и актуальными в современном мире. Однако есть и обратная сторона всего этого. Интернет – это та площадка, то пространство. Если ты будешь использовать эту площадку ради себя, ради религии ислам, то не только ты получишь пользу жизненную, но и получишь награду от Всевышнего Аллаха, без всякого сомнения. Например, когда ты будешь слушать через интернет священный Коран, когда ты слушаешь проповеди общепризнанных ученых ислама, когда ты распространяешь стопроцентно проверенную информацию, например, проповедь и так далее, аят из Корана или хадис пророка, саллаллаху салям, то без всякого сомнения ты, если это делаешь, конечно, ради Всевышнего Аллаха, если твое намерение искреннее, ты получаешь награду, без всякого сомнения. Не только когда ты жив, даже мы все знаем, что мы люди смертные, каждый из нас, всякий из нас когда-то должен умереть по воле Всевышнего Аллаха. Даже после смерти ты будешь получать награду. Благие дела – это душа ислама. Они приближают верующего к довольству Всевышнего, отдаляют от его наказания и становятся причиной прощения грехов. Стремление к благому так естественно для человека, оно заложено в его природу самим Всевышним, ведь благие дела исходят от Аллаха и даруются человеку как милость. Каждый раз, когда аятом Корана, выложенным тобой, или хадисом пророка, саллаллаху алейхи, будут получать пользу другие люди, другие мусульмане. Это, как мы сказали ранее, великая милость Всевышнего Аллаха. Однако, если ты будешь использовать интернет-площадку недозволенным путем, то ты получаешь
без всякого сомнения, великий грех перед Всевышним Аллахом. Ты совершаешь великий грех. Сегодня, в наше время, даже с точки зрения религиозного, распространились очень много лжепроповедников, которые, например, говорят о религии, не зная религию. Они приводят аяты из Священного Корана, они приводят хадисы, изречения нашего господина, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и другие религиозные высказывания ученых ислама. Однако проблема не в том, что они приводят все это. Однако проблема заключается в том, что они искажают перевод, например, аята из Священного Корана. Когда, например, определенный аят из Священного Корана, чтобы люди, не знающие эту религию, которые не являются богословами, которые не являются преподавателями исламских наук, понимали правильно, бывают моменты, когда этот человек нуждается в толковании аята Священного Корана или в толковании хадиса пророка, саллаллаху алейхи. Однако эти люди, лишь бы у них получился одноминутный рилс, они делают так, что аят, который нуждается в толковании, они выкладывают за 1 минуту без этого толкования. В итоге слушатель, который сидит дома, или женщина, которая готовит еду, и которая заходит в интернет, и которая хочет получить пользу от этого интернета, пользуется интернетом ради довольствия Всевышнего Аллаха, она без злого умысла смотрит, например, этот минутный рилс и получает неправильное знание о религии ислам. Быстрый рост цифровых платформ открывает перед исламом как новые возможности, так и бросает вызов. Верующие часто теряются в онлайн-пространстве из-за разнообразия информации. Эта путаница затрудняет понимание личных убеждений и духовных путей. Ты, когда выкладываешь этот рилс, делаешь на этом хайп, делаешь все, чтобы у тебя было много просмотров, однако ты не думаешь о том, что ты искажаешь эту священную, истинную религию Всевышнего Аллаха. Поэтому ради довольства людей, ради того, чтобы получить много лайков, ради того, чтобы твой видеоролик распространился везде, мы призываем: не искажайте перевод аятов Священного Корана. Не говорите то, что не знаете. Религия ислам – это религия Всевышнего Аллаха. Религия ислам Всевышний Аллах не спаслал на нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эту религию. И это религия, которая в состоянии ответить на любой вопрос. Религия ислам – это религия, которая в состоянии ответить на любой вызов. Нет ни одного вопроса, где нет ответа в религии ислам. Ислам – истинная религия. Ислам – религия Всевышнего Аллаха. Путь к благодеяниям Всевышний не сделал сложным. Если за совершение плохого поступка записывается 1 грех, то за совершение одного благого деяния записывается 10 наград, а совершение благого стирает грех за совершение плохого деяния. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение человеческой жизни дарует ему тысячи возможностей обрести награды Всевышнего Аллаха, и для этого не нужны подвиги. Эту религию нужно изучать. Нельзя говорить о религии, не зная ее. Многие ученые ислама отдавали многие годы своей жизни ради того, чтобы хоть немного изучить эту религию. Например, у нас есть свой мазхаб, свой путь следования Корана и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И имамом нашим является великий ученый ислама, приближенный раб Всевышнего Аллаха, имам Аш-Шафи'и. Да помилует его Всевышний Аллах.
имам Шафи'и является муджтахидом. Имам Шафи'и является таким великим ученым ислама, что он может по своим знаниям, без всякого сомнения, это общепризнанный факт, он может посмотреть на Коран или на хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сделать хукму, шариатское постановление решения, основываясь на Коране и сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако даже такой великий ученый ислама сказал: я так мало изучил эту религию, что, зная все эти знания, он сравнил религию, исламские знания с большим морем и сказал, что он вступил лишь на малую часть воды на берегу этого моря. Таково было положение поистине достойных, великих ученых ислама. Даже сегодня есть очень много студентов, которые 5, 7, 10 лет учатся в высших исламских образовательных учреждениях, учатся в медресе, которые не говорят то, о чем не знают, и которые смиренно изучают и Коран, и всю нашу религию. Не спешат делать проповеди и выкладывать их в интернет. Все это мы успеем по воле Всевышнего Аллаха. Однако основная наша задача сегодня является то, чтобы мы изучали эту религию, чтобы мы не распространяли то, чего не знаем. У всех у нас есть WhatsApp, Telegram, Max и так далее. Многие социальные сети. И к любому из нас приходит какое-то сообщение, какая-то рассылка. Не имеет значения, голосовое это сообщение или текст. И тот, кто присылает нам этот текст, наверное, у него есть благое намерение. Мы не говорим, что они специально делают так, чтобы искажают всю информацию. Они верят тому, что присылают тебе. Однако ты должен быть умным, ты должен посмотреть, спросить, соответствует ли это действительности или нет, перед тем, как переслать это другому. И мы должны соображать своей головой, мы не должны быть соучастниками заблуждения. Мы не должны сами заблуждаться, и мы не должны заблуждать других людей. Также, если мы, например, посмотрим в Instagram, то мы, как мы сказали ранее, можем использовать эту социальную сеть в богоугодном направлении и не в богоугодном направлении. Какое направление, например, богоугодное? Когда ты, например, выкладываешь туда чтение Корана правильное, с таджвидом, когда ты, как мы сказали ранее, выкладываешь туда проповедь общепризнанных, одобренных учеными ислама людей и так далее, когда ты распространяешь благо. Однако, когда ты распространяешь нечисть, или ты распространяешь то, например, если я посмотрю на этот видеоролик, то буду, например, грешить своими глазами или ушами, когда ты это выкладываешь, то без всякого сомнения этот грех останется на тебе до тех пор, пока ты не удалишь это. А может, по воле Всевышнего Аллаха, случится так, что ты внезапно умрешь, и все, что ты выложил в интернет, в Инстаграм или другие социальные сети, может остаться там. И не будет возможности это удалить. И ты будешь в могиле нуждаться в благих, богоугодных деяниях, а вместо того, чтобы получать дополнительную награду, из-за того, что ты оставил после себя богоугодные дела, ты будешь, наоборот, получать грехи, которые будут вредить и еще раз тебе вредить в могиле. Перед Всевышним Аллахом ты не будешь в состоянии ответить достойно. В современном цифровом мире сохранение исламских традиций имеет ключевое значение.
Технологии позволяют нам по-новому обращаться к нашей вере, но мы должны сохранять свои ценности. Разные группы и разные религиозные лидеры усердно работают над тем, чтобы старые традиции и новые технологии хорошо сочетались друг с другом. Каждый человек, мы все должны знать, что мы созданы Всевышним Аллахом для поклонения. И когда мы говорим, что мы созданы Всевышним Аллахом для поклонения, мы не должны думать, что мы днем и ночью, например, должны стоять в намазе. Нет. Что такое поклонение? Что такое ибадат? Поклонение – это любое действие, которым доволен Всевышний Аллах и которое ты совершаешь ради Всевышнего Аллаха. Например, ты идешь на работу. Утром ты идешь на работу, вечером возвращаешься, и тот заработок, который ты зарабатываешь по всем канонам, по общечеловеческим принципам и так далее, является дозволенным, в частности, в религии ислам. И в этот момент, когда ты перед тем, как, например, выйти на эту работу утром, если ты делаешь намерение, я намереваюсь пойти на эту работу, чтобы заработать дозволенным Всевышним Аллахом ризк и так далее, чтобы прокормить свою семью и так далее, все часы, минуты, секунды, которые ты проводишь на этой работе, например, являются поклонением Всевышнему Аллаху. Ты можешь поклоняться Всевышнему Аллаху даже в состоянии, когда ты спишь. Например, ты ночью хочешь отдохнуть. Перед тем, как заснуть, ты должен сделать намерение. Я намереваюсь отдохнуть ради того, чтобы у моего тела, разума была возможность, силы поклоняться Всевышнему Аллаху. И весь этот твой сон, цикл твоего сна, без всякого сомнения, по милости Всевышнего Аллаха является поклонением. То есть любое действие, которое ты совершаешь и в интернете, и в других вещах, моментах жизни человека, ты можешь сделать так, чтобы все это было поклонением Всевышнему Аллаху. Поэтому, уважаемые братья и сестры, уважаемая молодежь, пользуйтесь интернетом правильно. Извлекайте пользу из интернета. Не делайте так, чтобы ты вредил интернетом не только себе, своим родителям, а всем людям, которых создал Всевышний Аллах. Валхамду лиллахи раббил аламин.